Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые! С вами канал Alive. И сегодня у нас продолжается цикл видео на одну позицию, как будто бы вы ко мне просто пришли на индивидуальный расклад и гадаете. И тема нашего расклада сегодня – ваше будущее, помощь и поддержка, и что вскоре вас утешит. Но перед этим я хочу провести для вас такое интересное краткое гадание на желание. Вам нужно найти из 4 карт, которые здесь лежат, туз жезлов. Если вы его найдете, то желание ваше обязательно сбудется. Смотрите, загадайте сейчас желание. Вам на это требуется небольшое время. Вы можете поставить на паузу, загадать желание. После этого вы выбираете одну из этих карт. Где туз жезлов находится, вы пытаетесь интуитивно отгадать. Если вы отгадываете одну из 4 карт, где находится туз жезлов, ваше заветное желание обязательно сбудется. И загадывается здесь какое-то действительно желание, которое сейчас вас волнует. То есть такое, причем, которое трудно исполнить. Вы проверите, сбудется ли оно именно с помощью вашей интуиции. Но не расстраивайтесь, если вы не угадали. То есть это просто вас подстегивает к действиям, да, чтобы вы больше сделали для того, чтобы это желание сбылось. Итак, я замолчала. Выбирайте карту. Ну и надеюсь, что все эту карту уже выбрали. Я переворачиваю. Сбудется ли ваше желание? Давайте посмотрим. Тут у нас королева мечей, а вот он наш туз жезлов. То есть он был во второй позиции. Те, кто понял, что он здесь под цифрой 2, можно так сказать, да, ну или просто в этом положении, знаете, ваше желание обязательно сбудется. Пишите, да будет так, чтобы закрепить ваше желание. А мы с вами погадаем сейчас на нашу замечательную тему. И если хотите, я вам сделаю снова выбор между 2 камушками. Выбирайте. В этот раз унокит или флюорит, зеленый или фиолетовый. Какой камушек я загадала, тот для вас и будет знаком, что вы правильно выбрали ваше сегодняшнее гадание на будущее, на судьбу, что вскоре вас утешит, придет ли помощь и поддержка в ближайшем будущем. И какая будет помощь и поддержка, да? То есть какие-то благоприятные факторы смотрим. Выбрали. Я загадала в этот раз унокит. Если вы тоже его загадали, значит, это точно ваш расклад. Если вы не его загадали, то это значит, что вы можете смотреть расклад, потому что вас могла подвести интуиция. И смотрите, вот резонирует он для вас просто или нет. Это старинный французский расклад Таро. Карты Таро, они любят старинные расклады, потому что старинные расклады много лет, много веков обкатывались людьми, так скажем, да, обрабатывались. Давайте с вами посмотрим вашу личность. То есть вашу роль и состояние сейчас в вашей жизни, да. Кто вы? Ваш сигнификатор. Вы у нас рыцарь кубков. Вообще, рыцарь кубков – это человек душевный на самом деле, который идет по пути своего сердца. И, соответственно, вот в момент, когда вы смотрите это видео, в момент, когда вы какую-то себе загадали, ну, не знаю, цель, проблему, и что вам нужно в жизни сейчас преодолеть, может быть, или чаете какое-то будущее, да, вот вы в этот момент рыцарь кубков. Получается, вы человек, который хочет жить по сердцу, хочет любить, может быть, хочет творить, у которого есть эта творческая жилка, творческое начало. Вообще, конечно, рыцарь кубков человек радостный. То есть тот, кто умеет радоваться жизни, кто умеет ценить жизнь. Тут, кстати, раз и туз пентаклей еще такой перевернулся у нас. Вот. И, конечно, это человек, по сути, по-своему счастливый или очень стремящийся к счастью в жизни. Карта рыцарь кубков всегда показывает кого-то чуть-чуть наивного, может быть, кто может поверить другим людям на слово. Она показывает человека доброго. Она показывает человека хорошей компании, он будет болтать, он будет спокойно со всеми делиться своими какими-то переживаниями или тут же кого-то утешит. Вот хороший друг, да, или подруга.
Получается, ну вот вы такой вот сердечный, немножко наивный, добрый, хороший человек. Если чувствуете, что это ваше, идем дальше. Более того, конечно, рыцарь кубков часто влюбленный человек. Вдруг вы хотите влюбиться или любите кого-то. Конечно, эта карта показывает ваши вот такие сердечные переживания внутренние. Моменты такие, да, что вот вы кого-то хотите привлечь в свою сторону, там, да, или с кем-то строить отношения. Так, хорошо. Внешнее влияние, события, которых вы не ожидаете. Десятка пентаклей. Замечательная карта. На вас влияет такая внешняя обстановка в жизни в ближайшем будущем, что вот возможно такое, что вы вливаетесь в какой-то коллектив или в семью, и, соответственно, вы не ожидаете, насколько тепло вас могут где-то принять. Получается, что вы можете с кем-то подружиться или, наоборот, с вашими родственниками восстановить отношения, улучшить отношения, получить их поддержку, в том числе материальную. Карта десятка пентаклей всегда показывает человека, который твердо стоит на ногах, и его поддерживает либо семья, либо какой-то коллектив, либо друзья. Вы этого совершенно не ожидали, и в том числе вы как будто бы понимаете, что окружающая действительность сейчас поворачивается в вашу сторону, что вы переходите в состояние светлой полосы. Это же очень хорошая карта. Она, во-первых, денежная, вам могут идти денежные прибавления, которых вы совершенно не чаяли, не ожидали. А во-вторых, это карта взаимопомощи, поддержки. Когда человек точно не один, когда его поддерживают либо силы рода, либо просто вот кто-то, да, кто-то, вот как большой коллектив, какая-то большая дружная семья, понимаете? Для вас даже может мир казаться, вот раз это внешнее влияние, большой дружной семьей на самом деле. Хорошо, а давайте теперь посмотрим какие-то окружающие факторы ваши. Ну, семья, друзья, там, коллеги, сотрудники, знакомые, и их роль в вашей жизни, влияние на вашу ситуацию в жизни. Целая карта аж влюбленные выпала. Замечательная карта. Она показывает, во-первых, что у вас может быть любимый человек. Или в ближайшем будущем он будет, или уже есть. Но в любом случае влияние любимого человека на вас будет наиболее положительное в скором времени. Также карта, конечно же, показывает, влюбленные, что у вас может наладиться личная жизнь. И что у вас будет очень теплый период в личной жизни, романтичный период, когда человек на самом деле растворяется в своем любимом человеке, находит свою вторую половинку. И у вас об этом сказала, по сути, уже вторая карта, что окружающая действительность и люди, которые есть рядом, относятся к вам очень сердечно, хорошо. Вас кто-то любит, вас кто-то ценит, причем это взаимно. И видите, карты обе показывают пары. Ну, то есть, что вы будете в паре в скором времени. То есть, вот ваша жизнь, она ведет вас в пару. И вы не будете в одиночестве, будете с кем-то в отношениях. И эти отношения будут безумно теплые. Для кого-то это означает хороший светлый брак, для кого-то свадьба, для кого-то улучшение отношений с любимым человеком. Может быть, вы найдете для себя любимого человека. Рядом будет кто-то, кто на вас очень положительно влияет и заботится о вас. Конечно же, по этой карте и семья, и друзья, и коллеги, и сотрудники, и знакомые, все хорошо к вам относятся. То есть вы вот попадаете в какой-то такой жизненный коллектив, да, где к вам все хорошо относятся. Я считаю, это очень дорогого стоит на самом деле. Давайте теперь посмотрим ваши надежды и опасения. То есть, если карта хорошая падает, это ваша надежда. Если плохая, то, конечно же, опасения. Тут у нас королева пентаклей. У вас есть надежда на то, чтобы жить стабильно и в достатке, правильно? Может быть, даже в своей семье. Вы очень надеетесь в жизни именно обрести состояние спокойствия. Вы готовы заботиться о других людях, вы готовы поддерживать, вы готовы действительно оказывать как моральную, так и материальную поддержку другим. Но самое главное, вот вы очень надеетесь на именно стабильную, обеспеченную, спокойную жизнь в семье. Для вас это очень важно, чтобы рядом были те люди, которых вы любите и которых вы заботитесь, и чтобы вы имели какой-то вот достаток, чтобы у вас было свое жилье, крыша над головой. И это вот единственное, чего вы хотите. Может быть, вы хотите еще хорошего здоровья. Ну как, любой человек хочет хорошего здоровья, если особенно у него не хватает его, да. Но в любом случае вы вот такой вот человек, который мечтает, умеет мечтать. И ваши мечты, они могут приближаться к вам, потому что вы надеетесь на все самое лучшее
не только для себя, но и для окружающих людей. Вы для них как, ну не знаю, мать, отец, там, да, оберегающий кто-то. Дальше, значит, ваши возможности. Сделаете ли вы выбор, готовы ли к переменам, принимаете ли вы вызов судьбы. Тут у нас, значит, рыцарь мечей. Вот, знаете, карта, она такая немножечко резкая на самом деле. Она показывает, что у вас очень большие возможности в жизни, и что вы второй раз уже рыцарь. Но теперь рыцарь воздуха. Карта говорит о том, что вы можете делать любой кардинальный выбор, вы готовы всегда к переменам, и вы принимаете вызов очень рьяно. То есть, что бы вам ни подбрасывала судьба в ближайшем будущем, вы это будете принимать и будете бороться, если вдруг увидите трудность. Вот с трудностями, с любыми проблемами вы, в принципе, готовы сражаться ради того, что у вас намечается. Ради ваших надежд вы готовы абсолютно на все. Вот рыцарь мечей, он беспринципный человек. И вы идете по пути своего сердца, но вы готовы сражаться за ваше будущее, за вашу там любовь, за ваше спокойствие, за ваше там материальное благополучие, за вашу семью. Вы готовы прям сражаться. То есть ваша доброта, она уходит, когда вы видите перед собой какие-то препятствия или врагов. Возможности у вас очень большие, я вам скажу. Какие у вас цели, стремления и убеждения? Давайте посмотрим. Карта смерть, закрытие. Карта показывает, что ваши цели, стремления, убеждения связаны с тем, чтобы кардинально поменять свою жизнь и от чего-то отказаться, попрощаться с чем-то. Конечно, карта смерть всегда показывает, что вы готовы даже к кризисам. Вы хотите либо переехать куда-то кардинально, или уйти с работы, найти другую, или просто вот от чего-то отказаться, попрощаться с прошлым и встретить свое будущее. И да, это кардинальная карта, абсолютно смерть, да. Она всегда показывает, что у человека есть цель именно очень сильно изменить свою жизнь так, чтобы ее никто не узнавал. И чтобы он сам себя не узнавал. То есть вы готовы переменить себя. Вот взять и все у себя переставить в жизни. Перевернуть с ног на голову. Сделать совершенно невероятные изменения. И вам, как вам кажется, это под силу. Какие трудности, ограничивающие действия ваши, неблагоприятные факторы встанут у вас на пути в ближайшем будущем? Вышла карта правосудия, а это очень большая трудность. Знаете почему? Потому что это трудность в плане документов, законодательства, различных каких-то вот таких бумажных проволочек, бюрократии. Карта показывает часто даже препятствия в виде закона самого по себе в стране, допустим, или в мире. Карта всегда говорит о том, что какой-то может принципиальный человек вставать у вас на пути. То есть у вас действительно есть кармические трудности и есть трудности с законом, которые ограничивают вот какие-то ваши кардинальные действия. Ну, допустим, представим, что вы хотите по карте смерть покинуть страну и жить в другой стране, а сейчас вам не выдают визу. Вот они, трудности с законодательством. По карте смерть вы можете захотеть уйти с одной работы, но пойти на другую. Но на старой работе говорят: а сдай-ка, пожалуйста, все квартальные отчеты. Вот они опять трудности с законодательством. Понимаете, о чем я? Идут бумажные проволочки или какие-то просто проволочки с законом. Будет ли помощь и поддержка, и какие благоприятные факторы вас ждут в скором времени? Давайте посмотрим. Здесь у нас вышла карта четверка кубков. Вообще, четверка кубков, она всегда показывает, что кто-то хочет как будто бы вам помочь, вас исцелить, сделать для вас что-то очень хорошее, но вы этого человека пока не замечаете. То есть вы пока не знаете, о ком сейчас идет речь. На самом деле есть люди, которые готовы вам помогать. Карта туз мечей показывает, что вам могут помочь какие-то выясненные факты. Ну, то есть придет какая-то новость очень важная, возможно, сообщение или бумажная новость, или какой-то документ. И это поможет вам в скором времени разрулить все трудности. Дальше, что еще за благоприятный фактор здесь идет? Это карта повешенный. Это благоприятный фактор в виде того, что кто-то ради вас может чем-то пожертвовать, а также вы можете посмотреть на ситуацию совершенно иначе, под другим углом, и нестандартно мыслить. И это вам поможет разрешить любые ваши препятствия и проблемы. Так что у вас идет помощь именно
та, которую вы сначала не замечаете, или от неожиданного совершенно человека, которого вы даже не подозреваете, что он может вам помочь, в виде новости или документа, письма какого-то, да, сообщения, правды или еще что-то, и в виде либо чьей-то жертвы, либо вашего взгляда нестандартного на вещи. Дальше, значит, давайте посмотрим сильные стороны, способности и умения ваши. Восьмерка пентаклей. Вы умеете хорошо работать. Вы способный человек. Вы никогда не бросаете начатое или не будете бросать начатое в ближайшем будущем и доведете любое дело до конца. Вот если вы не бросите, это ваша будет сильная сторона. Просто доведите дело до конца, и у вас действительно все получится. И чем вы утешитесь в скором времени, давайте посмотрим. Чем вы утешитесь? Что вас утешит? Вас утешит семерка кубков. Карта показывает, что какая-то компания друзей, людей, которые будут рядом, которые вас выслушают, они будут вас утешать и скажут, что они, окажут вам любую поддержку, да. Дальше, значит, смотрим. Двойка кубков говорит о том, что вас будет утешать и поддерживать ваш любимый человек. Множество карт уже указало на то, что вы будете в паре. И что вас будет действительно любить и поддерживать, да, и у вас будет семья. И девятка мечей показывает на самом деле, что может быть такое, что у вас снимется весь стресс и уйдет даже какая-то тревога постоянная, ваши страхи, ваши кошмары ночные, если они у вас есть. Карты здесь все выпали очень хорошие. Они говорят, что да, у вас есть проблемы, но они разрешаемы. А еще вы стремитесь к очень светлым вещам в жизни. Соответственно, вы можете дойти до этих светлых вещей, плюс у вас есть очень благоприятные факторы в виде окружающих людей, которые будут действительно вас поддерживать и будут с вами как будто бы одной семьей. Также у вас улучшается материальное положение, не забывайте об этом, и будут помощники с неожиданной совершенно стороны. Я считаю, это дорогого стоит, да? И плюс вы готовы идти к своим целям, несмотря ни на что. Замечательный расклад. Хорошее благословение, а если еще угадали в начале, где карта вашего желания, туз жезлов, то это вообще, я считаю, что очень-очень хорошо. Высшие силы о вас позаботятся. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч!